Боец, певец, каскадер. Ой, нет, точнее трэш-токер. Один из самых безбашенных пранкеров. Самый молодой, заряженный. Главный кумир Дины Саевой. Не на шутку захейтил каждый ее ролик. Пока не посадили, нужно взять этого парнишки интервью. Исмаил. Или просто The Macho. Салам алейкум, дорогие друзья, меня зовут Друзива Бахор, и сегодня у меня в гостях самый топовый и скандальный пранкер The Macho. Исмаил, салам алейкум, спасибо, что пришел к нам. Мы очень рады тебя видеть. Мы хотим у тебя взять немного мини-интервью. Надеюсь, ты будешь честен, искренний и все скажешь честно. Хорошо, погнали. Расскажи немного о себе. Меня зовут Исмаил, как вы все знаете. Я родился в Таджикистане, в городе Душанбе. Вырос там, получается, жил там до 13 лет и в 14 лет приехал в Россию, в Москву, взял паспорт и остался тут. Все. Ты с родителями переехал сюда, получается? Да, с родителями. Но мне на самом деле с самого начала было очень трудно тут, потому что, ну вот прикинь, ты переезжаешь в другую страну, ты никого не знаешь, получается. Одинокий волк. А? Язык ты знал? Язык? Нет, ну просто нулевой. Мне просто реально стыдно было с кем-то общаться на русском, потому что я двух слов не мог связать. Я вообще стоял, сидел в компании, молчал, на самом деле. Ну да, это немного трудно, когда еще тебе 14, это такой возраст, когда... У меня родители уезжали на работу, получается, и я сидел в комнате один, уткнутый в телефон вот так вот. И все, у меня вот так вот день проходил. Потом школа началась, получается. И вот постепенно я уже начал в себя приходить. И влился в компанию, да. Да, классно. А ты сейчас учишься где-нибудь? Пока что вот в этом году закончил колледж, получается. Да, мы видели, ты выложил диплом. Сказал, маме покажи. Ну, что могу сказать, на самом деле диплом не нужен, если мозги есть у человека. Ну да. Вот. Мне все говорят, учись, будешь работать в хорошей профессии, там, станешь хорошим человеком. А ты планируешь по профессии работать или у тебя другое совсем? Смотри, какая ситуация. Я же блогер, и как ты говоришь, трэшовый блогер. Чтобы снимать трэш, нужно знать законы. Да. Если не знаешь законы, то все, тебя прихлопнут, и ты офигеешь от жизни. Тут можно материться, нет? Мне учеба не нужна, я учусь на юриста, чтобы знать законы там, да, типа не все законы мира, но знать хотя бы элементарные законы. Вот поэтому я пошел на юриста. Я сначала учился на предпринимателя, хотел стать бизнесменом. И перевелся? Но смотри, какая ситуация. Ну, предприниматель, что такое вообще предприниматель? Это человек-бизнесмен, верно? Да. Люди-бизнесмены, какие они должны быть? Они должны быть образованы такими кайфариками, да, везде такие успевают, такие хитрые туда-сюда. А у меня в компании такого не было. Одни очкарики, ботаны, получается. Я только один приходил, получается, в колледж, сидел на последней партии и зависал, играл в пабг. Ну, вот. Тебе было неинтересно? Мне стало неинтересно, потому что, как тебе сказать, потому что там не было, знаешь, идут учиться, чтобы потом иметь, не знаю, каких-то хороших людей, с ними подружиться. И вот поэтому я перевелся на юриста. Там были пацаны бомбы, таджики, мы с ними дружили. А это как раз твои друзья, которые ты сейчас дружишь, да? Не, мы сейчас не дружим. Уже не дружим? Жалко. Расскажи немного то, как ты начинал, было ли трудно вот это все? Наверное, все знаете Литвина. Да. Вот. Тогда было 1030 подписчиков. Я только начинал снимать, У него было сколько? 30 тысяч. У него было 30. Ровно 30 тысяч, я помню. И, короче, получается, тогда был челлендж, типа, уснуть на плечо кому-то. Вот. Ну, тогда еще давно, года 3-4, ну, и сейчас тоже в теме эта ситуация, получается. И я был футболистом. После тренировки я хочу очень сильно спать. С другом едем домой, и я вспомнил про этот челлендж, получается. И друг дал другу телефон, говорю, снимай. И напротив меня сидела бабушка. Это очень неправильно было, на самом деле, с моей стороны. Сидела бабушка, я говорю, снимай, он не снимает. Я уснул ей в плечо, получается. Она встала, ушла. И я упал, короче, типа, сделал вид, что я уснул. Короче, все, я этот видос смонтировал, очень плохо смонтировал, выложил. Завтра прихожу в школу, я учился тогда, я прихожу в школу, и меня все поддерживают.
братан, там, туда-сюда, короче, угарно, снимай, у тебя получается. Это твой первый ролик? Это мой самый первый видос. Да, а потом, Залетел? ну, 1200 для меня тогда было очень много. А подписчиков сколько было? Подписчиков 100-150, наверное. Серьезно? Да. По хэштегам залетело. Ставьте хэштеги, потому Классно. что И это дальше работает. что было? Дальше я начал красть идеи у Литвина. Не советую вам. Никогда не делайте так, потому что это к хорошему не приведет. Я начал брать идею у Литвина, снимать то же самое, и потом начал меня хейтить, говорить, братан, не делай такое, потому что не поднимешься. Я сам это понимал. Не было отдачи, подписчики не росли. И сел дома. У меня реально после этого депрессия была. Я сидел, короче, дома. И меня отец пиздил. И братья, короче, За много. то, что ты снимал? Ну да. Короче, у меня есть видос, где я эскалатор поднимаюсь, женщина с мужем спускается, и я ей женщине в лицо сливками. Не знаю, И как... это не постанова была? Нет, не постанова была. Я тогда не знал, что это постанова. И отец это увидел. Но после этого я прихватил, конечно, люлей хороших. Я, получается, сидел, у меня депрессия была, 1003 подписчиков, мои друзья растут, мои друзья тоже снимали. Они растут, потому что у них были деньги, ну, а у меня не было денег. Чтобы расти, нужно деньги. Покупать нужны. рекламу. Если не покупаешь рекламу, ты будешь стоять на месте. Ну да, будешь подниматься, но очень медленно будешь подниматься. Короче, я сидел, получается, думал, чтобы снять. И в то время, летом, каникулы были, получается, очень часто мы гуляли по парке Горького, я, получается, прохожу рядом с мостом, вот этим вот, крымским. Да, понимаю. Крымский, Александровский, я не помню, как Ну, называется. вот эти мосты. Крымский, короче, Да. я думаю, крымский. Крымский, короче, прохожу, получается, вижу, лодка проезжает. Я думаю, идея. Нужно, Ну, вот этот ролик. нужно это воплотить в реальность. И, короче, долго думал, месяц, наверное, подумал. Все были против. Многие перестали со мной Ты дружить. многим после этого. рассказывал, получается? Конечно, про да. это? Я рассказывал, я говорю, давайте, пацаны, снимем видос, давайте снимем. Все мои близкие друзья, с которыми я очень хорошо дружил, они все были против. Ну, конечно, типа, они же не хотят, чтобы их там Кент попал в беду. Ну, да. И из-за этого я с ним перестал общаться, получается. Люди, которых я вообще не знал, чисто, ну, пару дней мы с ними знакомы, я их попросил, чтобы они сняли. Я, короче, прихожу к мосту. Короче, подхожу к мосту, даю камеру двум, ну, один снимает сбоку, ну, снизу, короче, один снимает, короче, с моста. Ну, всё снималось на рядом телефон. со мной. Все снималось на телефон, да. На 7 или на 7 плюс. А у меня телефон не был тогда. У меня был, короче, 6 такой, знаешь, плохой. Экран половина весь черный, Понимаю, короче. да. Половина, короче, такой мутный. Но я ходил и снимал, не жаловался. Получается, даю телефон, хочу, ну, встаю, держу вот это вот поручень, получается, держу, хочу прыгнуть, и получается, лодка проплывает рядом со мной. И думаю, блин, что делать? Жду, короче, еще один проезжает, ну, короче, плывет ко мне напротив. А ты когда смотрел эту высоту? Нет, смотри, я тебе говорю, у меня была депрессия, и никто не верил мне. Мне было все равно, что снимать. Все равно вообще. Просто хотел как-то хайпануть, как-то сделать, чтобы людям было нифига себе, вот есть не пацан, который, да, за Литвиным повторяет, а есть пацан, который сам все делает, короче, сам всего добился, короче. И вот этот вот видос никто не делал. Я вот первый, самый, могу это сказать, самый первый, кто снял этот видос, потом после него уже начал повторять люди. Да, это видео еще залетало. Я, получается, все, думаю, если даже сломаюсь, без разницы, зато хайпану. Это очень неправильно делать так. Что получается? Получается, я даю телефоны, второй плывет ко мне, я опять стою так же, хочу прыгнуть, знаешь, как в этом, как человек-самоубийца. Я хочу опять прыгнуть и очканул. Не прыгнул? Не прыгнул, реально испугался, не знаю почему, вот, короче, мозг сказал не прыгай. Ну, получается, в этот день ты не прыгнул? Не прыгнул в этот день, это все продолжалось несколько часов, короче. Выходил, заходил, люди смотрели, что за дурак, что он делает, короче, и все, думаю, все, даже если, короче, испугаюсь, прыгну. Ко мне едет еще один,
такой же. Там есть только один, на который можно прыгнуть. И можно 50%, что может быть останется живым, короче. Все плывет ко мне, короче, я прыгаю. Все, удар такой, как пружинка отлетаю. Ну, по-любому выложишь, короче, момент. Как пружинка отлетаю, хочу встать. Не могу встать. Не могу встать, ноги не работают, спина не работает. Сейчас будет эксклюзивный момент, я никому это не говорил. У меня на видосе есть момент, где я прыгаю, и типа друг ко мне подбегает, говорит, братан, я не снял. И типа я плыву. На самом деле это не так было. На самом деле это было так. Я прыгнул, я сломался, доехал до концовки, меня забрали в... Приехала полиция, меня забрали в больницу. Я отлежал 3 месяца, мне сделали гипс. Приехала, короче, полиция. 2 девчонки приехали, очень красивые девчонки ко мне приехали. Все, и начинают допрашивать, почему прыгнул, что сделал. В этой ситуации самое главное не потеряться. Даже если умираешь, нужно все как надо говорить. Даже, в смысле, как надо. Можно обмануть их, но виду не подать. Если вот чуть-чуть они поймут то, что их обманываешь, кранты. И получается, я им говорю, у меня голова закружилась, упал. Я вот говорю, девчонки очень красивые, туда-сюда, начинаю им, короче, комплиментами сыпать. Они такие, ой, спасибо большое, туда-сюда, ты тоже там туда-сюда красивый. И завтрашний день, 2 сентября получается, 3 у меня день рождения. И я говорю, у меня завтра день рождения, вы поздравите меня? Они говорят, да, конечно, туда-сюда. Они взяли у меня объяснительное. С отцом отошли, я тогда был несовершеннолетним. С отцом отошли, не знаю, почему они пообщались. Отец ко мне приходит. Я ему не сказал, почему у меня нога сломалась. Я просто сказал то, что я упал, и у меня нога сломалась. Год проходит, мне на видосе нужна концовка. Я же не выложу, все, прыгнул, упал, и все, доплыл до конца. Продолжения нет, как меня увозят, как все, туда-сюда. Но видео ты выложил? Выложил, не в тот день, через год выложил. Я, короче, серьезно? Да. Это видео ты... Короче, ногу сломал, получается, отлежал, восстановился. И следующее лето, получается, если на моем видосе обратить внимание, короче, первые минуты, где иду, вот на мосту нет флагов, ну типа там флаги висят. А другой кадр меняется, и уже флаги, короче. Флаги появляются, потому что это уже другой день. Там какой-то праздник, флаги повесили. И вот, кстати, никто не заметил. Мне нужна концовка. Ляпку, да? А? Ляпку никто не заметил. Нет, никто не заметил, не знаю почему. Получается, концовку нужно снять. Я прихожу, прыгаю в реку, плыву до середины. Другу говорю, типа, сделай вид, что ты не снял, склеим. Типа, сделай то, что ты дурак, ты не снял, короче. Просто доплыву до берега и все. Типа, я упал, ты не снял, как я прыгнул в реку, типа, я плыву уже. Там обрезка, я плыву. И получается на видосе как получается? Я прыгаю в теплоход, и переход я уже с центра Москвы-реки плыву в берег. Но там нет Всё. того, как ты с яхты... Нет, такого нету. Такого нету. Потому что я же упал, все, я доплыл до конца, до конечки, где теплоход останавливает уже. И меня с теплохода сняли, приехала скорая помощь, я мучился очень сильно. Прикинь, 2 ноги сломал за 1 секунду. Капец. Жестко. И это видео ты выложил через год. Да. Оно залетело. Она залетела на 10 тысяч. Для меня 10 тысяч это было как миллион сейчас. Это И очень от него подписчики пришли, и от ты него дальше мне что-то пришли другое. 1005, наверное. Нормально. 1005 мне пришло. Потом думаю, нифига себе, нужно хайповать. А то, что здоровье. Не, мне все равно было на здоровье. Я просто хотел... Мне хотелось доказать, Что ты тоже что можешь я как тоже Литвин. могу, да. Не Ты как что Литвин, но я могу и лучше, чем он. О, молодец. И дальше какой еще трешовый? Короче, дальше есть видос, где я на углу зацепился Мгм. и поехал. А вот, Тоже- вот этот ролик, который ты говоришь сейчас, ты там, у тебя ничего не случилось со здоровьем?
Там же тоже как-то ты Где с моста упал. прыгнул? Или- Нет, где ты вагон? едешь. Нет, ничего не стало со мной, ничего вообще. Я просто поехал. Мне страшно, потому что ты залетаешь в туннель, все темно, ничего не вижу. Я вот так глаза закрыть, и вот так вот не было. Ничего не вижу. Просто я чувствую то, что так держу, вот эту штуку, как называть, не знаю. Так держу и молюсь. Все, выезжай, короче, получается, оттуда, и меня друг снимает. Я думал, все, меня менты встретят, а меня снимал друг. Смотрю на друга, он ха-ха ловит, я думал, все нормально, все. И выбежал. А вот то, что менты Вот. приезжают на твои вот эти ролики, ты им как-то платишь? Они что-то тебе пишут? Там, Конечно, штраф. Штраф? Конечно. Большие? Ну, все по закону. Например, хулиганка стоит. Не знаю, можно загуглить. Загугли. Как относятся люди, которых ты пранкуешь? Было ли с ними драки? Не, я не пранковал никого. Я вообще против Почему? Вот пранков. ты же говоришь, Я что... пранковал только друзей и все. Нет, ты же говоришь, что вот то, что женщину ты сливками в лицо. А, Не было это- с ними проблем? Вот? Ну, я убежал. Я убежал. Они Я за тобой не тогда, бежали? знаешь, как, ну, типа сейчас, да, нужно отвечать за слова. А тогда я был молодым и не знал об этом. Я просто снимал, просто чтобы самому по кайфу было, не знаю, как тебе объяснить. Но Просто тебе вот, было пофиг, что это конечно, человек. пофиг было. А сейчас? Сейчас? Нет, конечно, не пофиг. Я такое не могу снимать. У Хорошо. меня очень много подписчиков и... Ну, тогда у меня мало. Сейчас, кстати, у меня Инстаграм тут видос снес. Когда у меня подписчики начали расти, и начали люди, короче, жаловаться, и вот. Блин, вот это самое обидное, когда видео сносят. Как ты считаешь твой самый хайповый ролик? Хайпов это где я бутылку разбиваю в Ашане. 120 тысяч лайков. Капец. И вот то, что ты это сделал, тебе что было отношение? Я, смотри, я реально хотел, чтобы, короче, полицейские приехали. Ашан, ну сколько Ашан в Москве вообще? 4-5 максимум. Есть Лефортово Ашан, я разбил бутылки, и ко мне подходит... Во всех Ашанах мне заставляли просто заставляли платить за бутылки, за то, что я разбил. И выложить то, что я просто разбиваю, это, ну, не прикольно, согласись. Я думаю, нужен контент. Нужно, чтобы были полицейские. Все, едем в Афимол, там намного строгие, короче, охранники. Едем в Афимол, получается. Ой, не Афимол, подожди. Авиапарк? Авиапарк. Авиапарк, едем в авиапарк. Я начинаю разбивать. Очень много разбил бутылок. Штук, наверное, 25. Ко мне подходит такой бурл огромный, короче. Охранник? Не охранник такой, знаешь, старший смен, наверное, был. Подходит ко мне. Я говорю, я готов платить. Давайте заплачу. Они такие, ты все равно будешь платить. Я говорю, хорошо. Но я не убежал. Я ждал реально полицейских. Я мог убежать. Мне нужен контент, я жду полицейских. И получается, жду полицейских, не приезжают. Час проходит, короче. Приезжает Росгвардия, но к другому человеку приезжает, поняла? Ну, поняла? И Буйл подходит ко мне, говорит, все, сейчас подходит, ну, полицейский. Полицейский ко мне подходит, увозит меня в отдел. Я охраннику сказал, давайте заплачу за ущерб и за бутылки. Он отказался. В итоге я заплатил просто за то, что за хулиганку 500 рублей и все. Капец. Повезло очень сильно, да. И Но это минус Ашана было, и все. твой самый дорогой ролик? Мне кажется, когда ты снимаешь пранки, у тебя очень много трат, да? Потому что... Пранки? Нет. В смысле, поставил друга так снимать и все. Я пранки на обычно снимал. Ну, когда я пранки снимал, очень давно пранки снимал. Мне вот, смотри, Ну вот то, Что что лучше- ты вот эти что лучше, бутылки смотри. разбиваешь, то, что это не пранк. полиция... Это не пранк. Что ты называешь пранком? Не знаю. Ну, вот взял слушай, человека, пранканул,
Либо у них какая-то реакция хорошая, либо плохая. Это пранк называется. А это трэш-контент называется. Просто взял, разбил бутылки. И мне лучше снять видос, такой трэш-контент, за полчаса сниму, поставлю трек, выложу 100 тысяч лайков, чем целый день буду убиваться, думать о пранке, кого же пранкануть, не получается. Пранки мне не нравится снимать, поэтому я пранки не снимаю. Мне лучше снять либо вайн, либо трэш-контент. Ну, тебя все называют пранкером. Ну, Ты смотри, сам себя как приписываешь? люди говорят трэш-пранкер, говорят, да. не говорят пранкер. Для тебя? Да. Вот ты сама Нет, сказала. когда, вот знаешь, кто-то рассказывает о тебе, чаще всего люди говорят, да, вот пранкер, который за матчу. Ну, Они это, знаешь, все тебя запомнили это как- уже, смотри, вложено, наверное, в человека вот тут вот то, что я делаю, например, разбил бутылку, это пранк называется. Но это не пранк называется, это просто трэш-контент. А вот то, что у тебя есть ролики, где тебя не друг уже снимает, а где камера хорошая, там вот эти не вайны, да, вайны, там про любовь или что такое у тебя ролики были. Вот на них ты сколько тратил? Короче, максимально за вайн платил я 20 тысяч, наверное. Чисто за оператора и за монтаж. А за актрисы, которые там были, Не, это всё просто бесплатно твои было. знакомые? Да. Ну, в смысле, не знакомые, но они, типа, они все по-братски за отметку делали. А, по бартеру, Да. да? Даже бывали девчонки, которые, ну, типа, такого легкого поведения. Все спрашивают, что там, сколько платил, братан, туда-сюда, за отметку. Ну, у тебя есть такие ролики, где там девушки раздеваются, это у За тебя отметку. тоже за отметку? Ну, главное уметь общаться. Если не сможешь два слова связать с ним, они скажут, братан, заплати нам, мы снимемся и уйдем, и все. Если с самого начала ты пойдешь к ним, и с самого начала прям будешь общаться с ним как по-братски, они типа подумают, то, что все, типа, он наш, короче, и бесплатно снимутся, и за отметку. Но с кем я так? Только вот с такими девчонками все. А так... Легкого поведения? Да. Ну, сейчас такое не снимаю. Сейчас уже понятия поменялись. А теперь, кстати, тема насчет Дины. Ты выкладывал и отмечал ее, хочешь встретиться с ней, везде отмечал, очень хотел ее внимания. Короче, смотри. Расскажи про эту историю. Как человек, который приехал в Москву, Мгм. не знаю никого, ни блогеров, никого. Я знал Дину Саеву. 2016-17 год, короче, знал ее. И очень сильно хотел с ней встретиться. С того времени я 7 класс, короче, учусь. С ней реально хотел встретиться. Просто сфоткаться, знаешь, как фанат, реальный фанат. Просто хотел сфоткаться, потому что ее тогда, ну, единственная блогерша, не скрываю, единственная блогерша, которая добилась самая первая в Москве успеха. Не только в Москве, в СНГ. Это многого стоит. Таджичка, которая? Таджичка, да. Да. Мгм. И вот я хотел с ней встретиться, типа, прикольно, круто. За ней весь Таджикистан следил. Ну, тогда еще нормально была. Я захожу в перекресток, хочу купить этот, роллтон, Мгм. как всегда. И проходит девчонка, похожая на Дину Саеву. Она такая, знаешь, не крашеная была, я не узнал ее. Подхожу, говорю, Дина Саева? Она такая, да. Говорю, нифига себе, давай сфоткаемся. И это реально она была, да? Да, это она была. И она такая, ой, я не крашеная, ты, конечно, вовремя подошел. Она сфоткалась и сразу убежала. Все, короче, я такой туда-сюда, начинаю братьям своим показывать, смотри, я с Диной Саевой сфоткался. 2016 год, да? Да, 16 год. И получается, короче, что? Отмечаю ее, пишу, хочу с тобой встретиться. Она не отвечает мне. Мгм. И такой, нужно сделать так, чтобы она со мной встретилась. И И ты, получается, так долго добивался? Не, ну в смысле, подожди. Я прочитать уже забыл. Но я хотел с ним встретиться. Типа я знал, что я мало подписчиков, она со мной не встретится. Мгм. Я снимаю пару видосов, добиваю сколько там, 1200, добиваю подписчиков и вспоминаю про эту ситуацию. Думаю, нужно добить. Выкладываю фотографию, где, ну, напишу, хочу встретиться с Нюрой Саева. И у тебя в описании еще было написано. Ну да, у меня все это время, когда я был блогером, в описании профиля написано было «Хочу встретиться с Нюрой Саева». И я уверен, что она знала про меня, потому что... Ну, конечно, у тебя столько короче, отметок было. Смотри, я видела. нет, дело не в этом. У нее есть брат, Мгм. у брата есть друзья, а его друзья на меня подписаны. И по-любому слухи доходили до нее. Она знала про меня, она просто не хотела со мной встретиться.
И получается, я делаю эту фотографию. Все, пишу, прошу подписчиков, все, начал, короче. Нужно добить. В комментариях, не знаю, 10-13, это для меня тогда 13 тысяч комментариев, это очень много было. Да, это сейчас много. Это очень много, короче, я офигел. И она тоже, наверное, офигела от этого, ну... Она заметила? Ну, не знаю, может заметила, короче. Мне пишет утром, ну, я выложил пост, утром пишет ее менеджер, Егор. Пишет: здорово, мой, короче, директ завалили о просьбе, что ты хочешь встретиться с Нелли Стаевой, туда-сюда. Я думаю, это можно в реальность воплотить. Какие эмоции были? Я пишу: о, нифига себе. Вот прикинь, ты вот типа добился, да? И тебе пишет менеджер, это говорит о том, что вот реально вы встретитесь. Я пишу: о, нифига себе, туда-сюда, короче, можно ли я этот, ну, типа выложу в историю то, что я хотя бы ответ от вас был. Она говорит то, что он говорит то, что типа я еще не утверждаю то, что ты встретишься с ней, но говорю то, что можно встретиться. И я что-то заметил, думаю, тут что-то не так. Он пишет: я вернусь. Я говорю: хорошо, жду. Что было, честно говоря, не помню. Но он говорит: что ты хочешь сделать, чтобы встретиться с ней? Я говорю: все. Он говорит: вернусь опять. Ну, мы переписываемся. Он говорит: сможешь набить татуху Дина Саева? Я говорю, и ну я такой, я читаю, думаю, чего, какую татуху? Вы что, бля? И, короче, такой: нет, не могу, вы, конечно, меня поймите, я не могу. Типа, я сам не хочу татуху. И он опять пишет: вернусь. Я пишу ему: ну ты пойми меня правильно, то что у меня религия ислам, и меня религия не позволяет набивать татуху. И тем более я сам не хочу. Я говорю: я могу другое чем сделать, что-нибудь трешовое, что может люди офигеть от того, что вот я сделал за то, чтобы встретить Дина Саева. И, короче, он опять пишет: вернусь. Я ему идею предложил, то, что хочу спрыгнуть с моста с плакатом, то, что, типа, ну, Дина Саева. И он пишет мне то, что: чё, братан, короче, идея топ, давай снимать. Это то, что с парашютом было? Да. Эта идея затратная была. 1030. Я все давай просил всех долг. Я начал у всех просить долг. Я короче, всем долг был должен, многим. 30 тысяч не маленькие деньги. Это сейчас сколько? Ежемесячная зарплата в Москве. Все, я накопил деньги, получается, все еду снимаю видос. А страха не было совсем? Страха? Да не было страха на самом деле. Все, снял видос. Намного сложнее было уговорить, ну, летчика. Типа, это реально опасно, прикинь. Вот ты летишь, если эта фигня порвется, зацепит парашют, и все, мы умрем. Видишь? Тоже трэш. Все, снимаем этот видос, я уговариваю, короче, этого пилота, который со мной прыгнул, уговорил, сняли. Еду домой, монтирую, выкладываю, кидаю менеджеру, но хейта очень много было. За то, что: братан, ты почему с ней хочешь встретиться, что в ней такого? Почему ты лучше нее на много раз? Типа, делай так, чтобы она хотела с тобой встретиться. А не ты с ней? Да, а не ты с ней. А я понял, человек, который такой, знаешь, азартный. Если, ну, начал, то нужно до конца делать, довести до конца. Все, я получил азарт, и все, думаю, нужно добить ее. Снял видос, отправил менеджеру. Он поставил, знаешь, ты отправляешь смс-ку, он ставит не на видосе лайк, а на смс-ку ставит лайк. Ну, ты поняла, да? На смс-ку можно в директ поставить лайк. 2 раза нажимаешь, да. Он не ответил мне. Он посмотрел и не ответил? Да, не ответил. Ночью я сижу опять грустный, думаю, что, почему не отвечают. Короче, мне звонит друг, ну, который меня реально очень хорошо дружил. Мне звонит друг, говорит: братан, зайди там, посмотри, сколько у тебя лайков. Захожу, смотрю, сколько у меня лайков, и вижу, Дина Саева лайк поставила. Я все, короче, взлетаю, да ну, короче,
брата, буди, короче, братан, вот смотри, она поставила лайк, и туда-сюда, вот я, короче, добился. Скоро все, встречи с ней. И в моменте, когда радуюсь, иду на кухню, захожу, смотрю этот пост, лайка нет уже. Да, убрала лайк. Серьезно? Да, я дурак не заскринил. Короче, убрала лайк, я пишу, почему она убрала лайк, чё там. Я уже реально, ну, знаешь, на эмоции поддался, начал там уже тыкать менеджеру. Пишу вам, чё, блядь, лайки платные, что ли, я сделал столько, ты написал, то, что идея топ, типа после этого могу встретиться с ней, она поставила лайк, убрала лайк. Он пишет, он говорит, вот скоро Дина Саева, короче, трек выпускает, это мало. Типа нужно снять что-то, что может, вывести трек ее топ. Я такой, в смысле? Ты тут при чем? Я говорю, и что трек выпускает? Я такой, ну хорошо, типа я человек, который с ней хочу встретиться, я же должен помочь ей. Честно сказать, как человек. Я думаю, хорошо, я придумаю идею хорошую, бомбовую, и сниму. Он говорит, хорошо, типа на твое усмотрение. Я снимаю видос, где типа ищу, знаешь, Дину Саеву по Москве. Видела? Да, видела. Ищу Дину там. Типа такой бомбовый переход там, типа... Короче, реально хороший видос снял. Я на этот видос потратил 3 дня. Зимой было минус градус. Мне нужна была массовка. Типа, знаешь, закрывая, короче, вход на метро. И типа стоим, ищем Дину Саеву. Типа плакатом встает. Ну, ты видела, да, по-любому? Я ищу тебя. Да, я ищу тебя. И стоим у входа, получается, закрываем дверь. Люди проходят, толкают нас, эмоции, типа ха-ха. Реально смешно было. Вот эту массовку сложно было собрать, потому что у всех были дела, никто не мог приехать, никто не мог нормально снять. Короче, кадры не те были. Что я жалуюсь? Я потратил на видео 3 дня. Выкладываю. Он видит. Ну так, знаешь, не помню, что он ответил. Он видит, не помню, что ответил. Знаешь, вот эту Сару, такая девчонка, темного цвета кожи, Сара такая есть. У нее есть такая, знаешь, я тебя от Black Star. Да. Знаешь ее? Да. Сара. Видела еще. И она у меня забрала идею, получается. Типа ищет Дину Саеву по Москве. Она сняла, знаешь как, держит, знаешь, такой листочек А4, держит, подходит к людям. А вы не видели Дину Саеву? Знаешь, типа, украла идею. Как я знаю, она встретилась после Она встретилась, прикинь, человек у тебя украл идею, встретилась с Диной Саевой, а ты такой сидишь, Ты думаешь, она украла все? Я думаю, да. Конечно. Она видится, и тебе что ответить? Я думаю, короче, смотри, есть менеджер. Чтобы встретиться, типа, нужен какой-то повод. Сара, наверное, хотела встретиться, видя то, что более выгодный вариант это Сара, потому что она тогда была на хайпе. Да. И видя то, что более выгодный вариант Сара, кидают мою ссылку, говорят, такой есть видос, но он не разлетелся, короче. Сними такой, у тебя 100% залетит. Она снимает, у нее, конечно, залетает. И я вижу в рекомендациях этот видос. И такой, что? Я думаю, в смысле? Типа, я угорел того, что она украла мне идею. Получается, завтра захожу к ней в ТикТок, она снимает с Диной Саевой, с Эльманом, с Андро. И все, начинаю написывать менеджеру. Тут скрин будет, что я писал. Я вот такой текст написал. Он мне пишет, с чего ты взял то, что она обязана тебе ответить. Я говорю, ты мне обещал то, что если ты снимешь такой видос, то, что она обязательно ответит мне, она выдаст реакцию. Что значит выдаст реакцию? Что для меня значит? Да. Это хотя бы ответить, поставить лайк и договориться насчет встречи. Да. Ничего не было. И, короче, вот так там начал списываться, уже начал жестко писать. Уже надоело нам уже реально. Я уже не хотел с ним встретиться реально. Он говорит то, что скоро вот, короче, у Дины Саевой концерт, помнишь, она выходила, короче, в этом, типа ангел, короче, выходит, типа первый концерт. Вот у нее концерт, она хочет себя вызвать за кулисами.
Я, короче, не хотел с ним встретиться, но нужно же подписчикам доказать, то, Да. что вот ты, типа, крутой, он, типа, добился, короче. Говорю, хорошо, пишите время, я приеду. И, ну, типа, менеджер говорит, хорошо, мы тебе напишем время, дату. Проходит несколько дней, все, ближе к концерту. У нее до концерта был радио Energy, знаешь? Да. Радио Energy, типа, она там пела, короче, свой этот, типа, трек. Мне пишет Егор. Говорит, братан, не братан, а, типа, бро, Гина Саева с тобой хочет встретиться. Вот. Такая ситуация, приезжай сюда. А я не знал то, что у нее там радио Energy, она будет там, короче, петь что-то там. Я говорю, в любую точку России, в Москву приеду, просто дайте мне адрес. Я приезжаю, в смысле, я все, утром проснулся, езжаю, короче, за цветами, купил такой букет роз, короче, бомбовые цветы белые были. Купил цветы, купил курут, знаешь? Курут нашел утром, в 7 утра. 3 пачки купил курута. Есть такие, знаешь, кисленькие, есть такие, знаешь, Острые? красные, острые, да. Да. Купил, короче, все, еду к ней. Я думал, хотя бы час она проведет со мной время. У меня идеи были, все было, крутые видосы, ну, типа, реально хороший, можно было, короче, хайпануть с ней. Еду, получается, такси заказал, еду, и мне пишет, ну, этот менеджер. Бро, у нас, ты знаешь, ты в курсе, да, у нас, ну, немного времени осталось встретиться. Ну, хорошо, вот прикинь ситуацию, да, ты столько добиваешься встречу, да. столько делаешь, столько тратишься, столько дней проходит, и он говорит, у нас мало времени. В смысле мало времени? Вот, давай, допустим, приведем пример. Литвина, знаешь? Да. Он встретился с подписчиком. Видела видос? Как они провели время? Как я знаю, но у нас с ним общий знакомый есть. Они встретились, похавали, покушали, сняли совместный видос, провели день, пару дней провели. Все круто, пацану понравилось, пацаны разошлись. Карина Кросс. Она недавно тоже, ну, короче, виделась с пранкером одним. Он что-то там, короче... Начинающий? Нет, не начинающий. Ну да, начинающий, короче. Он что-то про нее сделал, короче, клип. Они встретились, то же самое. Целый день провели время, сняли видос, круто, все по кайфу, все четко, короче. И вот, если взять пример, то я лично, мое мнение, самый лицемерный человек, самый лицемерный блогер в России, ну, вообще, ну, платформа блогеров это Дина Саева. Да, ей вообще все равно своих подписчиков. Ей главное, ну, типа... Хайп? Да. И вы в этот день сняли короче, что-нибудь? мы... Потому что я видела ролик, где вы, типа, вот так идете. Да это знаешь, как было? Я прихожу к ней, типа, она такая, это он? Ну, менеджер говорит, да, это он. И, типа, менеджер достает камеру, и все начинается актерство, знаешь, чувствуется актерство. Ой, привет, спасибо за видосы, я видел очень крутые видосы, туда-сюда. Я дарю ей крут, вот я крут говорю. Ну, я тоже, конечно, на эмоциях был, прикинь, видишься с ней. Короче, на эмоциях дарю цветы, она говорит, все, спасибо, хе-хе-ха-ха. Я предлагаю идею. Не помню, что за идея была. Она говорит, нет, не... Ну, короче, связано было с семечками. Типа мы такие, знаешь, вот эти вот бродяги, но связано было с семечками. Она мне говорит, не сниму с семечками, потому что это некрасиво. Типа это некрасиво, это реклама, короче, этих семечек, да. Я такой, знаешь, думаю, нужна идея, нужен видос по-любому, она не должна просто уехать от тебя. Если не сейчас, то никогда. Я думаю, давай тогда снимем видос, типа я иду, и ты приходишь, ну, рядом со мной выходишь, типа, поставь крутой трек, типа, круто. Все, короче, мы сняли видос, очень много таких кадров было, очень много. Я говорю, давайте на мой телефон снимем. Она такая, нет, давай на мой снимем, я смонтирую, все отправлю. Они уходят, через минут 20 она отправляет мне один видос, где она смонтировала видос под свой трек. Ну так, время тик-так, под свой трек смонтировала, отправила мне. И говорит, выложи. Все, будет, короче, хайп тебе. Я выкладываю, она берет, короче, делится, ну, короче, видосом. Она отмечает меня, через 10 минут удаляет.
Я пишу, в смысле, в чем прикол, почему, типа... Не, я не так написал. Я, короче, сначала написал спасибо за встречу, короче, сдал... Отблагодарил? Да, отблагодарил ее, да, отметил ее. Она увидела это, я пишу менеджеру, типа, почему удалила? Типа, реально мне интересно, ну, типа, не из-за ненависти я спросил, а реально из-за интереса спросил, почему удалила? Не отвечает менеджер, я говорю, скиньте видос, менеджер не скидывает, а на самом деле обещали, скинули мне все. Что хочу сказать? Ну, после этой встречи у тебя ни за кем не надо было? бегать, ни за кем не надо бегать. Нужно сделать так, чтобы за тобой бегали. Мгм. Нужно сделать так, чтобы ты был таким человеком, чтобы с тобой хотели встретиться. Ну, Ну, ты ведь что, знаешь, что про себя хочу сказать? Я делал неправильно, потому что я вот добился с ней встречи. Я об этом жалею. Почему? Ну, потому что она того не стоила. Ну, Я ты намного знаешь, лучше. что так же, как и у тебя эмоции были, так же кто-то мечтает с тобой увидеться, ждет, Ну, чтобы смотри, ты если я лайкал. человека позову, если у меня такой день будет, я вот честно слово даю, я сделаю все, чтобы он сказал, все, братан, я, наверное, тебе надоел, давай там разойдемся. Что нужно твоим подписчикам сделать, чтобы с тобой встретиться? Ну, пока что я, наверное, не заслужил такого, чтобы они что-то Почему у делали. тебя нормальная аудитория, у тебя уже пол-ляма есть, это уже Не знаю, не знаю, что нужно не сделать. знаю, да. Но если он снимет Это уже от их креатива зависит. Ну, ради тебя что-то сделать, какое-нибудь видео, ты с ним встретишься. я не прячусь, я со мной можно встретиться, конечно. Я гуляю по Москве. Хорошо, Я не почему? Диносаева, чтобы прятаться. А почему ты вот, у вас встреча была, вот это все, ты взял Короче, её у меня фото, остался осадок. Ну, вот так вот, типа, знаешь. негативный? Да, типа, знаешь, так как взяли, использовали и все. Но чтобы трек но ты это повысить. сделал после Но того, я как уверен- ты выложила фотки. Это причина была только в фотах или причина была все-таки в вашей встрече, которой ты долго добивался, и то, что использовали, как ты говоришь? Нет, сейчас подожди. Я что-то хотел сказать, забыл. У меня не было такого, что я хочу с ним встретиться, чтобы хайповать. Мгм. Если я хотел хайповать, то я бы с другим человеком встретиться. У меня все спрашивают, почему именно с Диной Саевой? Потому что, отвечаю, потому что для меня казалось, она очень хороший человек. После интервью в этом... Пушка. Пушка, да. Я прям, знаешь, ну, прям кайфанул от того, что она искренняя. А на самом деле, знаешь, что было у них? Она пила, Да, чтобы мне- не быть, да, я короче, читала. собой. Знаешь, типа, она, короче, там тоже лицемерно было. Все, оказывается, казалось просто все. Все. И вот эти все, знаешь, то, что она плачет, то, что она там рыдает, это все неправда. Она выложила, короче, свою жопу, захватила хейт, берет и плачет, чтобы, типа, хоть как-то ее, короче, там жалели. Мгм. Но все-таки основная причина была в том, что она уколила. Ну, она не нравится, мне просто и все. Дина, что с тобой стало? То, что вы разбивали ее фото. Короче, почему я разбил? Такой осадок по-любому остался после этого, знаешь? Ну, Мгм, после этого да, всего. да. И такой, знаешь, грань была, когда она выложила фотографию, где она пишет, короче, сестра, Где хит? где хиджаб? Мгм. Да. И мне все отправляют этот. А нет, есть видос, где она целуется с тремя пацанами. Видела? Не. Не видела, реально? В ютубе, если забьешь, там выйдет. Ну, вообще, я она- видела что-то в ТикТоке, но я думаю, что это не она. Это она, 100% она. Она целуется с тремя пацанами одновременно вот так вот. Есть такой видос. Капец. Увидел это, и мне начали все писать, братан, ты реально хотел с ней встретиться, смотри, что за шкура, Мгм. мусульманка, там. Все начали тебе Ну, я писать. тоже, конечно, не идеальный. Меня тоже можно хейтить, но, типа, то, что она делает, это все грани переходят. Такой пик был, когда она сделала, типа, сестра, где хиджаб. Мгм. Вместо ее хейта меня все хейтили, короче. Типа, вот, ты с ней хотел встретиться, тебе не стыдно. Ну, она там Э. потом насчет этого сказала, что она должна была скобочки поставить, но не поставила. Это все, знаешь, оправдание. Это все еще это лицемерие. Когда она хейт получила, конечно, такое скажет. Ну, от того, что вот ты разбил фото, вот это порвал, ты сделал, тебе негатив ушел, или все же ты не особо... Я вот... У меня была идея, типа, смотри, вот ты снял 15-секундный видос, и, конечно, у подписчика будет вопрос, почему 15, где, ну, нет истории ничего, типа, привет всем, я встретился с Диной Саевой, типа, вот она, не было ничего, просто один видос единственный, где вот она идет рядом со мной. И у всех был вопрос, почему один видос?
типа, ради одного видоса ты все это делал. Я просто хотел снять такое, знаешь, мини-разоблачение про него. И думаю, ну, не надо, не стоит, да. Типа, я буду выглядеть, знаешь, жалко. Вот ты задал вопрос, я тебе на вопрос отвечаю, потому что ты сама сказала, надеюсь, ты будешь честен. Вот я честен. И возникла идея сделать что-нибудь. У меня пришла идея просто взять портрет Данила, его короче разнести. Я разнес, да, по авиапарку. Видос разлетелся. Знаешь, есть TikTok News, вот эти вот. Да, я видела, они выходят. Да, мне пишет ее сестра, знаешь, сестра ее. Какая из них? Родная? Не родная. Миха или как? Не знаю, но сестра ее. Не в Москве живет, но в другом городе она живет. Да, поняла. Что-то лицемерных людей много стало. Про тебя? Да, про меня пишет. Кстати, я это не заметил, мне Назар сказал, что на комментарий поставил. Я увидел, что это, пусть Ничего пишет. не ответил? Нет, конечно. В роли подписчика пусть будет. А ты вот то, что вот это все, у тебя ролики остались до сих пор, не удалял? Да, нет. Я удалил единственное, где я типа ищу Диму Саева. Убрал. Почему? Но мне не понравился видос. Ну ладно, закроем. Ну типа я кайф получил от того, что спрыгнул с моста, даже связано с Диной Саевой, но типа я вот типа кайфанул и все. Ну трат, конечно, ты говоришь, много было. Ну ладно, закроем тему про Дину Саеву. Давай перейдем насчет твоих видео, насчет твоей машины, которая уже популярнее, наверное, тебя. Потому что многие замечают ее. Фоткаться не со мной, фоткаться с машиной. Да. Она у тебя популярна стала. Но многие не знают, что у тебя нет водительских прав. Как ты вообще ездишь? У тебя проблемы бывают за то, что ты без прав ездишь, гоняешь? Без прав? Я уже отхватил за то, что без прав гоняю. Ты сейчас уже без машины, да? Конечно. Ну, без машины пока что, скоро все будет на месте. Но были такие ситуации, когда я вот стою, не знаю, где-нибудь в стоянке, так, ко мне подъезжает Porsche Cayenne, такой новый, знаешь, за 20 миллионов. Говорит, братан, можно с твоей тачки сфоткаться? Ну, это, конечно, приятно. Стоит Lamborghini, стоит моя копеечка, фоткается с моей копейкой, а не с Lamborghini. Капец. А ты сам ее, получается, придумал, да, таким особенным сделал, ярким? Ну, реально у тебя классно. Не, она была такая. Несмотря на то, что... Когда брал, цвет такой был, но она такая, знаешь, уже заржавевшая чуть-чуть, там диски такие, знаешь, такие, не такие. Я все, короче, кроме цвета машины, все сам начал сам делать. Покрасил диски, короче, много чего сделал. А ты планируешь права получить? Конечно. Наверное, тебе вернут тогда, когда ты права получишь, да? Что вернут? Машину. Машина на месте, у меня машина. Она не на учете, когда машина не на учете. Но ты водить не можешь. Нет, не то, что никто не может мою машину водить сейчас. Потому что она сейчас без номеров. Когда едешь без учета и без страховки и без прав, это, во-первых, машину убираешь на стоянку, во-вторых, тебе делают штраф за то, что без прав гонял. Вот. Так, теперь такой вопрос, сколько ты тратишь в месяц? Это учитывая твои ролики, твои расходы? В месяц? Да. 1150, наверное. 150 уходит? А сколько ты зарабатываешь? И вообще зарабатываешь ли ты вообще с Инстаграма? Как я знаю, ты не делаешь рекламу. Вообще никогда не видел, что ты делал рекламу. Про заработок? Или ты в другой сфере ты зарабатываешь? Ну там есть, короче, дела туда-сюда. В другой сфере зарабатываешь, не в блогерстве. Но ты рекламу вообще не будешь делать? Или ты собираешься делать в будущем, как бы уже? Конечно, зарабатывают не такие деньги, которые я могу там купить себе Range Rover какой-то или Гелендваген. Конечно, захочу купить вот такие тачки, и мне по-любому придется кого-то рекламировать. Ну, конечно, не всех буду рекламировать, проверенных людей. Ну, ты знаешь, что насчет твоей рекламы, твоим друзьям пишут, мне даже писали, что вот, скажи, чтобы он ответил, рекламу хочешь взять. Не, не делаю рекламу сейчас. Тебе очень много пишут, да? Очень много, да. Мне 1xBet предлагал 500 000 рублей. А ты когда планируешь? Когда вот лям будет или пока сам посмотришь? Ну, скорее всего, лям. Лям будет, будет рекламу. Ждем твоего ляма. И как думаешь, твой Инстаграм вернут? Инстаграм? Сейчас же пока заблокировали. Я не хочу говорить про Инстаграм. Пока не знаешь. Я когда думаю об Инстаграме, мне становится, ну, знаешь, плохо.
Ну да, конечно, это обидно. Но мы надеемся, что тебе вернут Это- до выхода выпуска. А, Что мотивирует тебя? Почему ты решил, что именно это твое? Блогерство. Мотивирует меня. Или у тебя есть какой-то кумир, который Мотивирует ты меня, смотришь, знаешь, говоришь, я тоже... нет, у меня нет кумира. Мгм. У меня нет кумира. У меня мотивирует меня то, что я хочу, чтобы мои родители не работали. Мгм. Я хочу, чтобы они просто по разным городам путешествовали, а я такой трудяга, просто зарабатывал, отправляем деньги, они просто там сидят, у себя там чилят, короче, кайфуют. Все, Чилят. я этого хочу. Вот это меня мотивирует на самом деле. Самая главная цель, да. Да. Но они против всего этого. Против. Не понимают всего этого, да. Ну ты же уже, у тебя 500... у них не Не. было такого, что они тебе запрещают, такие, Конечно, все, запрещают. отбирали Смотри, телефон. мне отец говорит то, Как что- они вообще относятся к этому всему? Мне отец говорит, снимай, но снимай в рамках дозволенного. Не снимай с девчонками, не снимай такой То, что трэш-контент. вот голые... Не позорь меня, говорит, вот так вот, отец. Вот так вот. У меня отец человек серьезный. А Вообще мама? просто. А мама у меня домохозяйка. Она что говорит? Она во всем меня поддерживает. Ну, бывает, да, ситуация, когда она говорит тоже там, не перегибай палку. А бывало такое, что за каких-то роликов они тебя наказывают? У меня была драка, где брат сказал удали. Я не удалил. И он взял мой телефон, разбил. И ты остался без телефона? Ну, у меня 7 плюс был, да, остался без телефона. Это та драка, которая в авиапарке была? Да. Он говорит, не украл такие вещи, типа, проблемы тебе будут, зачем? Я говорю, не удалил. Ты в семье один или у тебя есть? Нет, у меня 2 брата родных. Я самый, Старших? самый младший. я. Ой, еще и самый младший, еще от братьев, да? Понятно. Ну, у тебя, конечно, уже есть девушка, но все же я задам такой вопрос. Какая должна быть девушка рядом с тобой? Ну, расскажи про свою девушку. Вот так. Наверное, самая главная черта – это верность. Мгм. Ну, что входит в верность? Не лгать. Не изменять? Не изменять. И будь верным, короче. И вторая черта, это тоже очень главное для меня, ну, быть, наверное, сумасшедшим человеком. Я просто не хочу, чтобы скучно было, знаешь. Ты вот гуляешь, задаешь вопрос, она, ой, да, там, вот так вот. Ну, знаешь, Просто если, на одной волне, знаешь, если я чувствую, что человек со мной на одной волне, все, типа, жинка моя. если судить по твоим сторисам, то вы подходите, потому что, ну, ты что-то говоришь, она тебе также отвечает, вы чем-то еще похожи. Ты думаешь, да, идеально. Ладно, это очень классно. Кем ты себя видишь через 10 лет? Ой, бомбовый вопрос, на самом деле. Через 10 лет? Мгм. Так, Это тебе уже 30 где-то через будет? 10 лет. 30 с Какой чем-то, 30? Ты 20 чё? с чем-то. Мне будет 20 с чем-то. Через 10 лет. Я живу, получается, в Москве. Мгм. Это 100%. Не планируешь куда-то поехать? Ну, нет. Ну, хочу, конечно, чисто отдохнуть, но в Москве я привык. Мне это очень нравится. Тут все знакомые, все друзья. Я живу в Москве, Москва-Сити. Мгм. Почти самый высокий этаж. У моих родителей есть дом огромный. Мгм. У отца есть тачка, самая бомбовая, Гелендваген. У мамы такая красная, розовая, не знаю, какая она захочет. У братьев свой бизнес, они зарабатывают миллионы, я миллиарды. Вот кем я себя вижу через 10 лет. Ой, мы надеемся, что у тебя все получится. Мы верим в тебя, Я буду потому что, надеяться. я не знаю, ты первый блогер таджик, который я знаю, который добился за год 500 тысяч подписчиков. Это очень много. У тебя, потому что когда мы познакомились, год назад было 100, даже 100 не было. И ты добил 100, и сразу после 100 у тебя резко поднялось на 500. Поэтому ты большой молодец, мы в тебя верим, у тебя Спасибо все большое. получится. Спасибо. И еще такой вопрос, что ты ценишь в людях? В людях, Какие черты характера? ну, тут то же самое, верность, наверное. Ну, не наверное, а точно, верность. Дружбу имеешь в виду? Да, дружба. Верность. За любой кипиш. Например, у меня какой-то кипиш, человек не сливается, а залетает с ноги. Каких друзей ты не можешь прям вынести Я не рядом верю в с дружбу. тобой? Не веришь? Не верю в дружбу, потому что они существуют дружбу. Ну у тебя же есть друзья, ты же в сторис У меня есть, ну, смотри. братья, сейчас скажи. Нет, это знаешь,
Я думаю, не существует дружбы. Это, знаешь, просто потребность такая, то, что человек должен человеку помогать. Вот чисто потребность и все. Не существует дружбы. В смысле, как вот левый человек, который тебя не знает, он может стать братом. Ну, не знаю, мне кажется, есть такое. Нет, я не верю в дружбу. После последних событий, что со мной случилось, я не верю в дружбу. Предали, наверное, да, Да. типа? Друзья? Да. Ну, Которых я стал близким, которые я считал братьями, но тогда я верил в дружбу. И кроме них я никого к себе не подпускал. Знаешь, типа, я вот такой человек, типа, общаюсь с одним человеком и все до конца. Как я знаю, они тоже блогеры, да? Да. Не лицемерие? Тебя предали как лицемерно или... Нет, более выгодный вариант, что не знаю. Просто такая ситуация была у нас, то что и у нас, ну типа общие знакомые, но я с их друзьями не так общался. И их постоянно упрекали, то, что ты вот общаешься с Исмаилом, потому что у него там много подписчиков, туда-сюда. И, наверное, вот это смутило их, то, что типа они... Черта такая, нужно жить со своим мышлением, нужно жить со своим мнением, ни на что не слушать, идти вперед. Так, теперь у нас второй тур, где мы должны угадать исполнителя, название песни. Если мы не угадываем, то нас бьет током. Если угадывает он, бьет меня током. Если угадываю я, бьет его током. Все, поехали. Пушка Тенейдж. Она не... Я в такие моменты названий никаких песен не помню. Что ты на нее совершенно подсказываешь? Подожди, Рамиль Дождь. Уже от голоса чувствую это. Егор Крид, Пусибой. Блин, что так быстро? Макан. Бля. Подожди. Макан я видел немного. Нет, Макан и какой-то... Пагл. Блин. Знаешь? Я Макана знаю, все. Нет, это тоже не... Блин. Сколько трек вообще будет? Моргенштерн, Кристалл. Блин, это не больно. Мне нравится. Чё ты вначале говорила? А, не знаю. Подожди, короче, это мод «Будь моим огнем». И Джонни вообще-то. Ну, мод же поет, исполнитель. Ты не сказал такого. Это Рамиль. Рамиль, сияй. Тебя же Хорошо. тоже должны увидеть. Ну да, ладно. Пусть подсказывает. Дальше? Мне кажется, что не только... Этот. Мальчик на девятке, но исполнителя не знаю. Я тоже не знаю. Не знаешь? Не знаю. Бля, реально очень сильно бил. Очень сильно бил. Рам-пам-пам. Бля, не знаю, кто поет. Пейте. Бля, пиздец бьет. Дальше. Ей пониже сделай. Почему одинаково? Я знаю, что там Бразерс, короче. Бразерс. Как Гаянс Бразерс или как было? Вот это. Ну включи и дальше пусть идет трек. Нет, там 10 секунд. Бля, дискотека, что-то было. Пошла жара?
Не, братан, сделай ей пониже, по-братски. Я уже ударил ее, нет? Да, не надо еще раз. Она просто в этот раз... Просто когда смотрите, просто у меня он- 2 раза подряд будет, потому что у меня реакции не было. Дальше идем. У тебя реакции нету. Дальше. Вот давай реакции. Чтобы он знал. Джиган на чили. Джиган, Тимати, Егор Крид. Вообще ты всех исполнителей надо было. Дальше. Охуенный трек. После Да. потанцуем. Хамалинова и Птичка. Все, да. Дальше. Дальше. Да? Братан, тебе в кайф там угорать, тут Всё, больно. 2 трека и все. А между нами снова живет холодным Подожди, это. Бля, как его звали? Сейчас, секунду, подожди. Вот я песню знаю, название не знаю. Сейчас, бля. Забыл. Знаешь, палец само собой вот так вот идет, вот так. Фак случайно покажу. Все, Исмаил, мы закончили. Было Реально? очень больно. Спасибо большое. Как тебе, кстати? Бомба, мне понравилось. Все, мы теперь переходим к самому вкусному туру. Давай. Так, Исмаил, теперь у нас вкусный этап, где мы с тобой просто покушаем и поговорим по душам. Давай, хорошо. Все, приятного аппетита, покушай. И оцени, кстати, как я приготовила мантет, приготовила я. Я надеюсь, тебе понравится. Чисто по-таджикски, давай, я жду. Течет сок, это уже значит бомба. Спасибо. И как тебе? Пушка. Спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на Исмаила. Тут будет ссылка на его инстаграм, тикток. Ты тикток снимаешь, кстати? Ну ладно, тикток не снимает, только на инсту будет, поэтому подписывайтесь на него. Он, кстати, топовый пранкер, Короче, блогер. мой аккаунт основной удалили на время. Пока того основного аккаунта нет у меня. У тебя есть второй. второй аккаунт, да. Всем пока. Это был наш первый выпуск. Надеюсь, вам понравилось все. И напишите обязательно в комментариях, кого бы вы хотели увидеть следующим гостем, и мы обязательно пригласим. И, кстати, за самый лучший комментарий будет приз. Поэтому пишите, у кого будет самый креативный комментарий, получит денежки. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Ютуб, включайте колокольчик и ждите новых роликов. Всем пока, салам алейкум.